От границы до столицы. Именно под таким девизом прошла акция, приуроченная к 21-летию образования Республики Ингушетия. Организаторами мероприятия явились Государственная национальная телерадиокомпания «Магаз», Комитет по делам молодежи Республики Ингушетия и мотоклуб «Эрзи». Старт мотопробега начался от одного из самого отдаленного населенного пункта Ингушетии – Акиюрта, который расположен на границе с Чеченской Республикой. Маршрут пролегает через села и города республики, а заканчивается на мемориале памяти и славы вблизи кургана Абигу, где 4 июня 1992 года был зачитан указ об образовании Республики Ингушетия в составе Российской Федерации. Кроме того, запланировано также посещение общественных деятелей, участвовавших в процессе создания ингушской государственности. Но обо всем по порядку. Селение Акиюрт по праву носит звание самого отдаленного села. Оно находится на самой границе, и название байкерской акции «От границы до столицы» было действительно символичным. В Акиюрте местные ребята окружили участников мотоклуба «Эрзи». Был очень теплый прием гостей. Подготовка к празднику у нас проходит, можно сказать, на высшем уровне, да, Алмола. И сегодня молодежь собрался, чтобы встретить байкеров. И чтобы у вас удачи, чтобы бартхер был, чтобы всегда у нас было всегда весело и хорошо, чтобы... А что вы подготовили для молодежи? Ну, мы подготовили спортивные состязания, игры, что для молодежи, как подготовить. Интерес, молодежь, байкер сами, вообще интерес и цель. Вообще у них интерес байкер, дело, что на велосипедах приехали. Да, цель, да, это был, да, бегать был, сейчас дело, чтобы удачи тоже, чтобы было. Их был буквально. У нас будет встреча в средних очулках, там уже идет полностью подготовка, и мы будем там выезжать, детей угощать мороженым, там, сладостью всякими. Местные жители неожиданному визиту были приятно удивлены. Дети внимательно осматривали байки, а взрослые не уступали им в любопытстве. Любитель шутка, да, любитель шутка. Нет, мотоцикл, он вахкуш, да, не огляч, спортивный, ежедневно не огляч. كيش لوش دو كيشم بناء ده المولا ده تخيل دلور كدير دلوش ده حوصر دلوش غلقي ده ده صدم دوت ده المولا ده المولا هو دلور كدير دقوة ده القيات ده الديق الدول برت صعب لش إما بيرك تغوش ديزر داشر دلوش عرض آخر خويلق وزبيد ده ده البيرك تيولق. А маленький Валид, который сам катается на двухколесном железном коне, только не на байке, а на велике, был больше всего поражен красотой Дукати. Поздравляем с Днем Республики. А тебе понравились байки? Да. Да? Какой тебе больше всего понравился байк? Вот это. Вот этот? А твой байк как называется? Как? Юниор. Следующим пунктом мотопробега стало посещение семьи Мусы Дарсигова в сельском поселении Новый Редант. Муса Дарсигов был народным депутатом Верховного Совета СССР от Чечено-Ингушетии. Он один из тех людей, который стоял у истоков создания Республики Ингушетия. Вдова Мусы Петимат пригласила гостей в дом, но байкеры, в силу того, что путь предстоял долгий, вежливо отказались и после вручения подарочного флага и диска про город Магаз отправились в путь. А то ж чай молимо слушать. Далее маршрут пролегал через селения Нижние и Средние Очулки. Первый день лета выдался жарким, но от этого было еще приятнее кататься на открытом воздухе по таким красивым местам нашей маленькой и прекрасной родины. Жители приветствовали проезжающих байкеров, а водители приветствовали сигналами клаксонов. Орджоникидзевская станица на берегу Сунжи. В народе ее называют Сепсовском, а на ингушском языке Сепсой-Галла или Куриюрт. Именно здесь проживает Бимбулат Богатырев, который, будучи депутатом парламента Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, также приложил немало усилий для восстановления нашей государственности и принятия закона о реабилитации репрессированных народов.
Бимбулат Богатырев был очень рад гостям, выразив надежду, что наша молодежь будет ценить те усилия, которые прилагал он и его соратники в деле создания Ингушской республики. Представители мотоклуба РЗ ко дню республики мотопробеги для образования республики немало усилий для ВМ. Благодаря вам благодаря вам мы с гордостью можем развивать вот этот флаг, который говорит о нашем суверенитете и о том, что мы самостоятельный субъект Российской Федерации, ради которого мы потратим немного своего здоровья, времени и так далее. И хотим вам, вот, лично президент клуба вручит вам подарок. Скромный подарок. После вручения подарков Бимбулат поблагодарил гостей за визит и сделал напутствие байкерам. Я поздравляю ингушский народ с образованием республики. На днях ей исполнится 21 год. Для нас республика — это все. Все будущее у нас связано с этой датой. Вот. Вам, молодым, эту республику развивать, вам ее укреплять и вам же добиться возвращения лона отчизны те земли, которые до сих пор не возвращены ингушскому народу. Молодежи я желаю крепкого здоровья, вот. Любить свою республику, любить собственный ингушский народ и никогда никому не позволять делать с собой те эксперименты, которые делают до сих пор. Вам это позволяет вновь созданная Ингушская республика. Дай Бог вам здоровья, долгих лет жизни и успехов во всем. Современная жизнь с его различными видами деятельности завлекает молодых людей в экстремальные виды спорта. У нашего народа любовь к экстриму заложена в крови. Если 100 лет назад всадники показывали свои удали в джигитовке, то сегодняшние джигиты показывают свое мастерство на железных конях. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Конечным пунктом акции стал мемориал памяти и славы, а рядом с панно, на котором отражены важнейшие события со времени основания республики, байкеры сделали памятное фото. О цели своей акции с нами поделился Альберт Галаев, президент клуба РЗ. Сегодня нами было проведено мероприятие «Мотопробег в честь образования республики Ингушетии». Я хотел бы поздравить всех наших жителей республики. Счастья, успехов. Побывали на нашей границе со всех сторон, по всей республике проехали, пообщались с главами администрации, заявили о себе, о нашем молодом клубе. Нам всего 1 год в этом году будет, наш мотоклуб РЗ. Хотелось бы поздравить всех наших жителей республики с Днем Республики. У Богатырева Бимбулата побывали у семьи Дарсиговых в Новом Реданте, пообщались с ними. И вот здесь наша финальная точка, мы здесь остановились, наша мемориал славы наш. Недалеко здесь находится наш, так сказать, всем известный Абигув. У нас еще первая цель, самая активная, которую мы преследуем, это популяризация мотоспорта в Республике Ингушетия для нашей молодежи. Так как
когда мы побывали в селении Акиюрт, там тоже люди как-то с ажиотажем отнеслись к этим. Было приятно, все нас окружили, тепло встретили. Ну, думаем, в дальнейшем также будем продолжать развиваться. Наличие у нашего народа собственной республики – большое достижение, а сохранение и процветание Ингушетии – первоочередная задача молодежи. Участники акции «От границы до столицы» еще раз доказали, что молодежь настроена патриотично и будет дальше гордо нести флаг Ингушетии.